Всем большой привет. 13 июня. Холодное лето. Вон висит рыба. Ни одной мухи даже нет. Нет ни одной мухи. Нет ни одного комара. Сухо, прохладно. Вот с одной стороны самое то тоже. Рыба просолилась пару недель у нас. Солененькая. Температура, ну сколько здесь примерно? Примерно около 10 градусов, наверное, тепла. Не больше. Вот, по прогнозу ожидается завтра вроде бы всего плюс 3 градуса. Картошка сегодня видел, проклюнулись первые ростки. Что о копчении, в общем, утром попробовал. Ночью, в общем, у нас прекратился подача дыма. Посмотрел, ну, выключил ночью все. Где-то в 4 утра я выходил. В бункере еще немножко опилок было. В общем, сегодня все это разобрал. Все это закоксовалось. Вот здесь вот. И дым не мог идти. Все почистил. Протер тряпочкой. Вот. Запихал полный бункер еще опилок. И пусть еще сегодня подкоптится. В принципе, попробовал. Уже на вкус довольно-таки хорошо получилось. Никакой лишней влаги, ни конденсата. Здесь вот у меня стоит пробка для слива конденсата, если что. Открыл пробку, вообще ничего даже не капнуло, ни одной капли. Это значит, рыба провялилась хорошо, никакой влаги в ней нет. Отдельной влаги вот такой. Нормально вот коптится все здесь. Вот такая вот конструкция. Этот бункер прогорит, и рыба будет готова. Она, в принципе, уже очень вкусная, очень готовая, но будет еще лучше. Так что прокоптим. И, наверное, как подвялится, в понедельник или во вторник, может быть, начнем коптить вот эту рыбу. Ну, а мы что? Берем ведро и едем за очередной порцией, так сказать, рыбы. Ну, посмотрим, клюнет, не клюнет. Вячеслав Сергеевич уже сенокос начал. Честь труду. Спасибо, спасибо. Скотину не держит, а навоз есть. Из травы делает навоз. Вот таким нехитрым способом собирают в одну кучу травку. Все это сгнивает за год. И на следующий год весной уже черный навоз, да? Отличный навоз. О. Без всяких там химии. Да. Вот, как-то вот так. Ну что, поехали на рыбалку мы. Прошли. Давай. Погнали. Дай бог, дай бог. Так, а что у нас на реке? А на реке у нас полный дубак. Такая погода только бывает ранней весной или поздней осенью. Даже не верится, что совсем недавно еще было жаркое лето и ходили раздетыми. Оделся по-зимнему. Что у нас по воде? Вода прибыла еще немножко, но немножко. Смотрел прогнозы в Верховьях, Устюня и там еще выше. Начался уже спад воды, так что сегодня еще у нас что-то плюс 7, что ли, сантиметров. А скорее всего завтра она опять начнет падать. Но это в принципе нормально. Главное, что большой воды не будет, и то хорошо. Как-то вот так. Ветер северный поливает, волна. В общем, сегодня проверка будет некомфортной. Были мысли уже поднять продольники. Посмотрим. Посмотрим. Скорее всего, пока оставим, но вечерней проверки сегодня не будет, потому что надо ехать в поселок. Валентине на работу надо. Сам попробую позагружать фильмы. Скорее всего, сегодня вечером проверки не будет, тем более по прогнозу смотрел, тоже ветер, волна. Сейчас проверим, чтобы сильно не засыпало. И потом посмотрим, что как получится, так и проверим. Потому что с ветром и по волне не очень-то комфортно проверять. Все, погнали.
Приготовим ведерочко. Приготовим сак. Все готово. Приступаем. Так, если у нас большого уровня воды не ожидается, так что будем оставлять, в принципе, пока на одном месте. Не будем переставлять ни ближе к берегу, ни дальше к берегу. Дальше от берега, вернее. Как есть, пусть так и будет. Ну, это что такое? Пусто, что ли? Один окунь, кулома. И еще там, нет, что-то еще вроде бы там в конце есть. Один окушок кулома и второй окушок кулома. Два окуня. Не, скорее всего, если такая картина будет, все-таки лучше придется продольники поднять. Почему? Да потому что этих окуней интереснее ловить на удочку, на спиннинг, нежели вот так вот. Тем более подыхают, это все равно собачий корм. Ладно, посмотрим. Сейчас по результатам проверки решим, оставим или поднимем. Если что, сегодня вечером, может быть, приедем и поднимем. Так, а здесь у нас кто-то дергает. Язь, хороший язь. Перед ним окушок. Ух ты, ух ты. Ну ты силен, братан. Силен, братан. Там еще один язь. Да иди ты. Да господи. Ну, и запутал все. И Пишкин кот. Так, полезай. Что у нас тут? Есть еще там? Пока есть. Опа, пока. Ключевое слово пока. Дернулся и оторвал. Ну ладно, один язь, один окунь. Ну, на коня дохнут. Ножа прекрасная, только-только подох. Вон, хорошие окунярики. Так что, скорее всего, скоро будем поднимать продольники. Ну, не знаю, как получится, но при любом раскладе, не больше недели мы будем рыбачить на продольнике. Это максимум. А так, или сегодня вечером поднимем продольники, посмотрим по результатам улова. Или там дня через 2-3 видно будет. Времени они все-таки занимают очень много, полезного времени. А так как я сейчас всю неделю буду дома один, я ничего не буду успевать полезного делать с этими продольниками. А рыбки, если время будет, мы и так наловим.
И здесь окушок. Он стандартный окуня. Росстандарт. Уже успел намотать. Так, еще что-то там дергается. Ох ты, бог ты мой. Ёршик. Микроёрш. Вон как. Какие они буйные. Мелкий, а буйный какой. Так. Вон какой микроёрш. И уже кулома зацепился за жабру. На последнем издыхании. Ладно, нацеплю я тебя на последний крючок. Хотя шанса никакого. Налима мы так и не увидели в этом году. Ну, как говорится, попытка не пытка. Вот так вот зацепим. И пусть поболтается. А вдруг? Напоследок налимчика увидим. Есть натяжка, вижу. Хорошая натяжечка. На первом крючке прямо. Раз. Два. И там окушок. Ну, один ушел. Но поздно. И второй тоже сошел. Но они уже сошли в сачке. Так, и что там еще у нас? Еще один окунь. Так вот уже успели подзапутать. Окунь долго на крючке не живет. Он вроде бы живой, а нет, уже нет. Уже покрылся трупными пятнами. Аппетит хороший, заглатывает по самой не балуй. Вот такие вот окушата. Скоро уже. Я еще хочу попробовать как-то все-таки возле дома, там пока берег есть, порыбачить тоже. На закидушки, на фидер я, наверное, вот эти продольники, возможно, подниму. А какой-нибудь из вечеров мы с вами посидим, половим ершей на удочку. А то ершей мы за эту весну так и не поймали. И заодно закинем донки, закидушки. Может быть, спиннинг попробую, посмотрим. Это все в планах. Так. Что у нас? А у нас подъяз. Вот такой вот небольшой подъяз консервный. Еще что у нас? Еще один яз. Еще один яз у нас. Тихо, тихо, тихо. Поздно кается, сын мой. И все. Там что-то третье было, но ушло. Два язика. И на том спасибо.
Здесь что-то небольшая натяжка есть, подвязок. Даем ему шанс, которым он не воспользовался. И окушок. Все, походу, с каждым вот таким окунем все больше и больше склоняемся к тому, что, наверное, сегодня вечером все-таки будем поднимать продольники. Так что скоро будет другая рыбалка. Это что-то. О-хо-хо. Ёршик. Ух ты, какие мы шустрые. Полезай сюда. Так, а этого ёршика, вон, смотрите, как зацепился за жабру. Еле-еле. А этого мы будем насаживать на последний крючок. Так, пока здесь побудь. Если тебя язи не прибьет буйный. Ох, как хорошо попал. Опа. Так. Вот сюда вот на последний крючок этого ёршика зацепим. Пусть до вечера поплавает. Чем черт не шутит. Может быть, все-таки проплывет налимчик. Хапнет тебя. Вижу натяжку. Да, натяжечка. Да, небольшая. Да, там язь идет. Да, не крупный. Да, шанс дадим, которым он не воспользовался. Да больше ничего. Ничего так ничего. Это очень хорошо. Значит, будем поднимать продольники. Будем ловить другим способом. Опачки. Есть язычек. Тихо, 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 будь. Все уже. Ты уже в лодке. И все. Один. Один. Так, ну вот, подъезжаем к последнему, крайнему продольнику. И вытаскиваем налима. Мечтать не вредно. В этом году рыбалка на продольнике весенняя у нас походу прошла без налимов. Но тоже начали поздно. Надо, если хочешь налима поймать, надо сразу после распаления льда кидать продольники. Так, натяжка есть.
Это навряд ли налим. Вот ёрш. Вот это таких бы ершей половить, да, это за счастье с икрой. Так, идет язь. Пока уставший. Начал дергаться. Но уже дергаться начал поздно. Тем более, что зацепился хорошо за носяру. О, еще один микроёрш. Ну, тебя здесь и оставим на крючке. Получается, ерша много. А нет, мы его наконец туда поставим. Отсюда снимем и поставим наконец, потому что на конце уже ерш окочурился. Окочурился. Вон. Кулома. Собаки пойдешь. А вот этого сюда сейчас мы зацепим. Так, ладно, зацепим за спину. Вот так вот попробуем. Ну, до вечера тебе шанс поймать налима. Как-то вот так. Вот так вот. Маловато. Маловато. Меньше, чем обычно. Даже пол 10-литрового ведра не будет. Килограмма 3, не больше.